Пожизненное лишение свободы грозит так называемому вору в законе Рашиду Хачатряну. Впервые в истории республики следователи возбудили дело по части 4 статьи «Организация преступного сообщества». Чем занимались его подчиненные и что он говорил оперативникам о своем статусе, вспомнил Сергей Хайдаров. Кто уехал на БМВ от вас? Не знаю. Я вообще только вышел. Эти кадры сняли оперативники в августе прошлого года после задержания Рашида Хачатряна, известного в криминальных кругах как Рашид Джамбульский. Помимо него полицейские задержали 41-летнего многократно судимого заместителя руководителя чистопольской фирмы и 34-летнего трижды судимого мастера строительных работ. Как полагают стражи порядка, оба руководили 2 организованными группировками в Чистополе. Первая группа занималась вымогательством денег у местных бизнесменов под угрозой расправы, а вторая специализировалась на аферах с недвижимостью, составляли фиктивные документы и подделывали подписи, совершая мошенничество в отношении наследников квартир. Большая часть денежных средств, добытых преступным путем, аккумулировалась у одного из чистопольских авторитетов, который в дальнейшем отвозил их в Оренбург, так называемому вору в законе. В ходе обыска по месту его проживания в Оренбургской области изъяты вещи и предметы, послужившие доказательством его статуса. Всего оперативники задержали 12 человек. В тот момент, в зависимости от роли каждого, они обвинялись по статьям вымогательства, мошенничества и незаконный оборот огнестрельного оружия. В отношении же так называемого вора в законе возбудили дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Сам он отрицал причастность к вменяемому преступлению. Вором в законе являетесь? Не знаю, что вы говорите, что за закон. Я всю жизнь живу в беззаконии. Теперь следователи возбудили в отношении 9 подозреваемых уголовное дело по статье «Участие в преступном сообществе». Еще 2 вменили создание преступного сообщества. А вот Рашиду Хачатряну впервые в истории республики вменили часть 4 по той же статье. Это создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, «Вызов 112». Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.